Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В Симферополе состоялась встреча делегации Абхазии с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Абхазская делегация во главе с первым вице-премьером Дауром Маршпо прибыла в Крым для участия в межправительственной комиссии по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Республикой Абхазия и Республикой Крым. В рамках встречи были обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, руководство Крымской Республики выразило готовность создать условия для установления более тесных связей в области культуры и охраны историко-культурного наследия. Прозвучало также предложение о совместном создании Международной ассоциации городов античного наследия. Спасибо Дору Джунковичу, спасибо Роме Джунковичу, передайте, пожалуйста, привет, низкий поклон. Мы на самом деле гордимся нашими отношениями, ценим их, дорожим. Очень много сделано. У нас с вами подписано соглашение, в данном случае различные соглашения о сотрудничестве в социально-экономической сфере, в научно-технической сфере. Уверен, что мы будем развивать. И вот у нас сейчас, слава богу, что имеем возможность поставлять строительные материалы с территории Республики Абхазия. То есть для нас на самом деле очень ценная ситуация. В Крыму нет ни щебня, ни песка необходимого количества и необходимого качества, который пригоден для строительства дорог, ну и вообще, в общем, для выполнения ремонтных работ различных. Вот, слава богу, мы почти 45 тысяч тонн уже первые, то есть завезли с Республики Абхазия. Надеемся, что эта динамика у нас будет продолжена. Ну и в общем, видим, что, слава богу, товарооборот между нашими предприятиями растет, между крымскими и Республикой Абхазия. Вот продукты питания поставляются регулярно, я смотрю, то есть мясопродукты, морепродукты активно идут. Более 400 тысяч долларов общий оборот составил, то есть на эту дату. На мой взгляд, что ситуация двигается вперед достаточно динамично, поэтому, Дор Джункович, спасибо, что вы во главе делегации сегодня нашли возможность пообщаться. У нас межправкомиссия сегодня работает, тоже все важные вопросы будут рассмотрены. Ну и я знаю, что есть несколько инвестиционных предложений, которые мы тоже с удовольствием готовы рассмотреть и поддержать наших друзей, наших братьев. Прежде всего, позвольте мне тоже поблагодарить вас за то, что вы в вашем напряженном графике нашли время уделить нам внимание. Еще хочу отметить, что с момента нашего пребывания здесь нас окружают люди, которые с большим вниманием, с большой теплотой к нам относятся. И вот за высокий уровень организации приема также хочу выразить благодарность. Ну, как вы уже отметили, наши отношения вот, с 2016 года, с момента того, как было подписано упомянутое вами соглашение, мы рассчитываем вот на то, что на самом деле первые результаты, которые есть, вот, та положительная динамика, объемы, конечно, пока не те, но это старт. Я уверен, что все впереди. При большом старании у нас есть такое желание. Мы будем наращивать эти объемы. Во второй половине дня состоялось второе заседание совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Республикой Абхазия и Республикой Крым, в котором приняли участие члены крымской и абхазской частей совместной комиссии, а также приглашенные сотрудники министерств и ведомств двух стран. Стороны заслушали информацию о ходе реализации в 2019 году плана мероприятий по развитию сотрудничества между Республикой Крым и Республикой Абхазия на 2019-2021 годы и сверили количество выполненных мероприятий. Были обсуждены вопросы оказания содействия в увеличении объема двусторонних поставок из Республики Крым в Республику Абхазия, сельскохозяйственной продукции и продовольствия, также промышленных товаров, кораблей и судов различного назначения из Республики Абхазия в Республику Крым, зерна сои, тропических фруктов, в том числе цитрусовых культур, конкурентоспособных строительных материалов от производителей Республики Абхазия. Стороны также выразили готовность продолжить работу по организации обмена опытом между Республикой Крым и Республикой Абхазия по выращиванию и переработке эфиромасличного сырья, саженцев, орехоплодных культур крымской селекции, а также по обмену информацией в сфере аква- и марикультуры. Кроме того, было поддержано стремление продолжить разработку совместных проектов в организации обменных гастролей театров, профессиональных, творческих и самодеятельных коллективов народного творчества, проведению других культурных акций на основе прямых связей между учреждениями и организациями культуры и искусства. В завершении встречи был подписан итоговый протокол второго заседания совместной комиссии, а также протокол о создании Крымско-Абхазского делового совета.
Мы сегодня подписали несколько документов. Наша совместная рабочая комиссия, которая создана между двумя республиками, имеет большое значение, потому что она обсуждает практические вопросы двустороннего сотрудничества, действует на основе прочной договорно-правовой базы, подписанного соглашения в 2016 году о торгово-экономическом, научно-техническом и культурно-гуманитарном сотрудничестве. Важно, чтобы люди понимали, нацелены на то, чтобы каждый человек почувствовал конкретную пользу от этих внешнеэкономических, культурных и образовательных связей, которые мы продвигаем вместе с абхазской стороной. Речь идет о важных поставках строительных материалов из Абхазии, которых в Крыму недостаточно или нет вовсе, если говорить о качестве, которые необходимы для широкого строительства, развернувшегося в нашей республике. Речь идет о транспортных возможностях, о развитии туризма и совместных туристических маршрутах, которые интересны для многих миллионов людей, желающих посетить черноморские объекты культурного наследия, объекты, которые связаны с отдыхом, рекреацией, санатории, дома отдыха и так далее. Мы готовы, конечно же, заниматься такими направлениями, как строительство, в том числе и маломерных судов, которые используются в Абхазии, рыбная ловля, переработка. Есть конкретный проект с Абхазией, который затрагивает строительство и выпуск очень важной, конкурентоспособной и экспортной продукции, производство рыбной муки на наших рыбных материалах, которые имеются у Крыма, в Азовском море и в Черном море. Все это придает полностью конкретный и долгосрочный характер нашему сотрудничеству. Георгий Львович фактически сделал обширный экскурс по всем вопросам, которые мы сегодня обсуждали, и по каким направлениям развиваются наши отношения. Было подписано соглашение между торгово-промышленными палатами Республики Абхазия и Республики Крым о создании делового совета. Мы на этот деловой совет возлагаем большие надежды. Как раз вот эти вопросы, определенные и неопределенные, как раз они призваны, чтобы обрабатывали у себя, работали на этой площадке все ключевые вопросы, и они должны быть локомотивом, чтобы двигать бизнес в обе стороны. Между тем, в Абхазии находятся представители 7 туристических фирм из Крыма, которые приехали в республику на 3-дневный рекламный тур, что даст им возможность получить комплексные знания о нашей стране, культуре и обычаях. Участники тура уже успели посетить Гагру, провести обзорную экскурсию по городу Сухум. Во второй день их ждет экскурсия по Новому Афону, а также они посетят село Лохна и Дурипш. Третий день будет не менее насыщенным. Участники поднимутся в горы на высоту 1000 метров над уровнем моря к высокогорному озеру Рица. Организаторами рекламного тура является Государственный комитет Республики Абхазия по курортам и туризму и национальная туристическая компания «Турист». Сария Кварацхелия продолжит тему. Организация подобного рода рекламных туров имеет большое значение для развития туризма и установления дружеских отношений между республиками. За несколько дней представители разных турфирм смогут ознакомиться с туристическим потенциалом нашей страны, оценить уровень инфраструктуры, познакомиться с культурой и историей народа. Представитель фирмы «Скиф-тур» Анна Петрова впервые в Абхазии. Для нее быть частью данного тура – бесценный опыт. Нам очень нравится ваша страна, очень доброжелательные люди, шикарная, очень красивая природа. Ну и хочется пожелать вам процветания, развивайтесь, потому что очень глубокий потенциал заложен у вас. Ну и мы сделаем, что от нас зависит. Нам интересно привозить вам туристов. Нам недостает сведений, нам недостает личного опыта. Поэтому надо посмотреть на все своими глазами, чтобы все стало понятно. Действительно, из прессы мы узнаем совершенно все другое, иначе. А здесь, когда мы посмотрели, что здесь действительно есть, конечно, представление сформировано совершенно другое.
Среди участников рекламного тура оказались и давние поклонники Абхазии. Экскурсовод Елена Демина отметила, что очень важно донести жителям Крыма информацию об Абхазии, в особенности до молодого поколения. Я как ребенок Советского Союза, не имевшая когда-то возможность выехать вот на Кавказ, в Абхазию, с удовольствием выезжаю вот в этот регион. И в Абхазии я была уже позапрошлом году, но это было такое мимолетное знакомство. На один день мы приехали-уехали, и вот тогда поселилась мысль, что я должна вернуться в страну души, потому что действительно Абхазия, она как магнит притягивает. По словам сотрудников национальной туристической компании «Турист», главная цель рекламного тура – расширить кругозор его участников и привлечь как можно больше туристов в Абхазию. Мы заинтересованы в том, чтобы наши гости увидели, какими быстрыми темпами развивается туристическая отрасль на территории нашей страны. Для чего проводятся данные мероприятия? В первую очередь к нам приехали представители, именно директора и менеджеры этих туристических фирм и агентств. А если они увидят это все воочию, соответственно, это поднимет имидж на международной арене. В течение 3 дней участников рекламного тура ждут обзорные экскурсии по живописным местам республики. Организаторы мероприятия надеются, что в результате как можно больше жителей Крыма без сомнений выберут Абхазию местом своего отдыха. Сария Гварацхеля, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. Буквально накануне в эфире нашей программы мы рассказывали о высоком риске возгораний в зимнее время года при несоблюдении правил пожарной безопасности. И вот ЧП, связанное с замыканием проводки, не пришлось долго ждать. В столице на 4-м этаже комплекса правительственных зданий по улице Званба, 9 в помещении, занимаемом Министерством юстиции, загорелась новогодняя елка. Произошло задымление помещения. На место происшествия выехало 4 пожарных расчета. Пожар был ликвидирован. Пострадавших нет, здание существенно не пострадало. Людей эвакуировали, все нормально, пострадавших нет. Было сильное задымление. Позже выяснилось, что горела на самом деле только елка и палас, на котором стояла елка сама. Причину пока выясняем. Предположительно, это, скорее всего, либо гирлянда, которая висела на елке, или свечи искусственные, которые находились на елке. До прибытия сотрудников МЧС, охрана от комендатура, ГСО, сотрудники приступили к тушению пожара первичными средствами пожаротушения. Выволокли елку из коридора, где дальше опять еще дотушили остатки, которые горели, и спустили его вниз совместно с пожарной охраной. 14 декабря исполняется 27 лет со дня Ладской трагедии, когда в Кадорском ущелье было совершено зверское по своей сути бесчеловечное преступление. Сбит российский вертолет, который перевозил из блокадного города Тхорчал беженцев. 85 жизней унесла эта трагедия. Из них 8 беременных женщин и 35 малышей, только начинающих свой жизненный путь, большинству из которых не было и 7 лет. 14 декабря Комитет по вопросам молодежи и спорта администрации города Сухум проводит ежегодную акцию «День памяти жертв Ладской трагедии». В 9 утра на площади Свободы все желающие автовладельцы смогут присоединиться к автоколонне, выезжающей на место крушения вертолета в селе Лата. В Сухуме в Государственной республиканской библиотеке для молодежи состоялся вечер памяти погибших в Ладской трагедии. Учащиеся лицея-интерната и художественного училища прочитали стихи, рожденные войной, о матери погибших защитников Отечества, поделились воспоминаниями. Репортаж Алики Трапш. Более четверти века прошло с момента страшной трагедии, произошедшей над высокогорным селом Лата. Но боль утраты до сих пор не стихает в сердцах родных погибших. 14 декабря 11-летняя Кристина Ашуба вместе с сестрами должна была лететь на борту сбитого вертолета. Но по воле судьбы они опоздали на рейс и спаслись от неминуемой гибели. Воспоминания тяжелые, потому что буквально через несколько минут после того, как этот вертолет пролетел над нашим домом, я помню, с моей старшей сестрой мы бежали за вертолетом, руки протягивали к нему вверх и кричали: пожалуйста, дяденька летчик, приземлись, забери нас тоже, мы же тоже хотели лететь. И так получилось, что мы не улетели. И бабушка, услышав весть об этом, прибежала в слезах, обнимала нас
Мы вместе переживали эту трагедию. Российский вертолет Ми-8, совершавший гуманитарный рейс из блокадного Тхварчала в Гудауту, был сбит над селом Лата. На борту самолета находились 87 человек, 35 из которых были дети. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Ну за что они меня сожгли? Я хотел скорее вернуться к маме. Я устал дрожать и голодать. А теперь в сырой холодной яме навсегда останусь я лежать. Мама, мамочка, за что же нас убили? Мы же только начинали жить. Мы так игры, солнышко любили, танцевать любили и дружить. Невозможно передать, какую боль испытал весь народ Абхазии в тот злосчастный зимний вечер. Но трагические события тех дней не сломили абхазский народ, а наоборот сплотили в борьбе с беспощадным врагом. Нашелся герой, у которого душонка как пятачок. Рука у него не дрогнула нажать пусковой крючок. Мы старого не забыли, по почерку вас узнали. Речуги о перемирии, автобус с детьми цвинвали. Какое кощунство, Боже! Чем меришь ты их вину? Преступник один и тот же, кто начал эту войну. 14 декабря 1992 года в новейшей истории Абхазии останется одной из самых тяжелых и трагических дат. Память о жертвах латской трагедии навсегда будет жить в сердцах абхазского народа. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. На территории Абхазии на фасадах зданий можно увидеть немало панно, выполненных из мозаики. Совсем недавно руководство предприятия «Сухумприбор» приняло решение о демонтаже одного из таких панно, на что последовала негативная реакция горожан. В реестр историко-культурного наследия страны входят более 1500 различных объектов. Есть ли среди них творения монументально-декоративного искусства и законен ли демонтаж мозаичного панно на фасаде «Сухумприбора»? В теме разбиралась Гугуца Вардания. Мозаика – это один из древнейших и красивейших видов монументально-декоративного искусства. Мозаичные панно на фасадах зданий были особенно популярны в архитектуре советского периода. Многие из них были посвящены идеологии того времени. В Абхазии данный вид искусства появился в конце 60-х годов прошлого столетия. Несколько панно были выполнены на фасадах городских строений, к примеру, на здании завода «Сухумприбор», где производились товары широкого потребления. За прошедшие годы без соответствующих реставрационных работ одно из панно стало разрушаться и представлять собой опасность для окружающих. Тогда руководством предприятия было принято решение о демонтаже украшения. Однако такое решение вызвало негативную реакцию общественности и специалистов Департамента историко-культурного наследия Министерства культуры. В настоящее время комиссия Министерства культуры и главного художника города рассмотрела, и сейчас в ближайшее время мы получим соответствующий документ. Отслоение панно происходило постепенно, под воздействием внешних факторов. С каждым годом мозаика подвергалась разрушению. На данный момент руководством государственного предприятия «Сухумприбор» демонтировано 60% мозаичного панно. Конечно, даже если 60% мы бы стали бы восстанавливать, они изучили, сказали, что это не представляет особой художественной ценности, ради которой можно было бы вот сейчас это все восстанавливать. Сделана технология из керамических плиток, даже не смальта или там другие там интересные материалы, которые применяют мозаики. На фасаде здания «Сухумприбора» можно увидеть еще 2 мозаичных панно советского периода, которые все же будут отреставрированы. Что касается других 2 мозаичных панно, одно, которое изображает там триединство рабочего класса, а там, в принципе, повреждений не так много, около 5% самого панно выполнено. Она тоже вот технология соцреализма 70-х годов, из смальты. Ее можно восстанавливать, и мы дали обязательство пользователю его восстанавливать. Другое панно тоже говорит о единстве и дружбе там рабочего класса. То есть вот эти панно восстанавливают. Мы сейчас изучаем элементы скульптурной пластики внутри здания, вокруг, вы если там ходили, видели, которые надо, в общем-то, сохранять. Подобные мозаичные панно можно увидеть не только на фасадах зданий, но и остановках. Многие из них спроектированы по эскизам художника, скульптора Зураба Церетели и находятся в Западной Абхазии. Еще года 4 назад граждане
Пицунда обратились к президенту с просьбой, поскольку вот эти остановки, мозаичный панно, стелы, там мелкоскульптурная пластика, являются как бы трендом города, и просили внести их в реестр и сохранить. Мы пока имеем этот список остановок, но пока не вносим, поскольку не будем иметь экспертизу. В соответствии с законом, любой объект, который мы вносим в объекты культурного наследия, должен обладать археологической, исторической и художественной экспертизой. Мозаики на остановках выполнены из кобальтового стекла, материалом, устойчивым к погодным условиям. Дизайн строений в виде ракушек, волн, морской жизни отражал расположение Абхазии на Черном море. На территории республики немало таких остановочных павильонов. Несколько из них можно увидеть и в столице, а одну сейчас реставрируют. Эти смальтовые плитки, они стеклянные. Их уже нигде не варят. Поэтому мы решили там частями, где-то что-то есть в остатках у нас. И мы комбинируем, что есть цвета те, что были раньше. И постараемся делать так, как они были изначально. Почти все такого рода мозаичные украшения в Абхазии нуждаются в реставрации. Гугут Савардания, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами возможен слабый дождь, туман. Днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 4,9, днем 12-17. Температура морской воды плюс 13. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.